ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 12 марта по социальным сетям поползли слухи сразу о нескольких важных для города изменениях. Говорилось, что перестанет существовать Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника, в народе известная как грязелечебница. Планируется реорганизовать поселковую поликлинику в Яриге в амбулаторию или же объединить горполиклиники 1 и 2 с непонятными последствиями. Человеческое возмущение и неопределенность подогреваются отсутствием достоверной информации из официальных источников. Съемочная группа получила комментарий по этим темам. Что касается слияния поликлиник. По поводу объединения 2 поликлиник, они были объединены в 1994 году. И поэтому я думаю, что вопросов тут вообще не должно возникать. Мы работаем в штатном режиме. Никакого объединения, никакой реорганизации не предполагается в ближайшее время. На сегодняшний день, мне кажется, вот это объединение, которое было проведено в прошлом, оно никак не сказывается на пациентах в настоящий момент. Безусловно, наиболее ажиотажная тема – возможное закрытие грязелечебницы. Горожане возмущаются, как, дескать, будем поправлять здоровье сами, а главное – наши дети. Правдивы ли сведения о закрытии терапевтической поликлиники, отвечает главный медик Ухты. Физиотерапевтическая поликлиника в Ухте работает и будет продолжать работать. Как она будет работать, как самостоятельное учреждение или в структуре того или иного учреждения здравоохранения, государственного здравоохранения города Ухты, этот вопрос решается. Но для населения по оказанию медицинской помощи на базе этого учреждения ничего не изменится. Действуют определенные законодательные акты, в том числе и получение лицензии, поэтому все виды оказания медицинской помощи в этом учреждении как были, так и будут продолжаться. Ну вот еще про детей. В том числе и взрослым и детям. 13 марта по сети поползли уже самые невероятные слухи. Например, о том, что, дескать, глины уже нет. Или же вот информация о том, что если грязелечебница будет не отдельным подразделением, то может не хватить средств на обеспечение полноценной работы, материалов и так далее. Стало известно, что некие люди уже активно собирают подписи под петиции для сохранения учреждения. Конечно, инициатива не ввода грязелечебницы, скорее всего, каких-то общественных организаций. То есть мы не собираем никакую петицию. Сбор подписей, я полагаю, инициатива неплохая. Это выражение общественного мнения. Но о закрытии грязелечебницы речи не шло. Поэтому... Все боятся слова реорганизация, потому что обычно за ним скрывается увольнение. Как вы считаете, если реорганизация коснется вашего учреждения, будет ли это сопряжено с тем, что уменьшится, возможно, штат? Или кто-то перейдет на иную форму работы, ну, допустим, внештатник, там, ну, вот какие-то вот эти моменты? Как вы полагаете? Предположение? Я полагаю, что какие-то изменения, конечно, будут, без сомнения, если что-то изменится в структуре учреждения. Но это все еще в стадии обсуждения. Действительно, 13 марта состоялось селекторное совещание с Республиканским профильным министерством. На повестке в том числе должны были обсуждать и названные выше вопросы. В силу технических причин выслушать мнение сыктывкарских медиков не получилось. Поэтому на сегодня озвученные выше комментарии должностных лиц являются наиболее правдивой информацией. Окончательное решение по всем тонкостям возможной реорганизации Ухтинской грязелечебницы еще предстоит узнать.